Уйгурского каганата Кара-Балгасун, мы предполагаем, что это была летняя резиденция уйгурского кагана. Здесь, видимо, по этому пандусу он поднимался наверх. По боковым пандусам поднимались его подчиненные. А перед этим они собирали здесь у навесов, которые были вытянуты вдоль стен двора. И после того, как им давали аудиенции, этим приближенным, подданным, они туда поднимались по двум пандусам. Вот с северной стороны и южной стороны. Внутренняя планировка пока еще не совсем выяснена. Внешние фасады мы расчистили полностью от старых отвалов. Была глиняная платформа. На глиняной платформе это здание сооружалось. То есть она возвышалась над всеми остальными постройками, и входящие в ворота люди сразу его видели. Из дневников китайского посла Сюаньчана. «Я потрясен степенью мощи и культуры уйгурского региона. Здесь все создано так, как нельзя лучше. Люди спокойны, а строения величавы». Очень интересные у нас маски драконов. Это очень красивые керамические рельефы, которые использовались как обереги. Вообще этих драконов, знаете, даже, может быть, не так интересно смотреть сразу целиком, как интересно их собирать. Вот я сидела с ними, я поняла, что собирались они в следующем порядке. Сначала представлялся нос. Причем бралась сырая плита. Затем представлялись глаза. И вся вот эта конструкция очень хорошо прижималась, обжималась и обмазывалась специальной обмазкой. Дальше представлялись рога. Затем, вот я никак не могла понять, по аналогии с этим драконом, у него имелся верхний язык, но почему-то он не вставлялся. И вдруг обнаружилась такая вот, как сначала казалась лишняя деталь, встала такая ступенечка, это художник взял и немножечко приподнял вот это место, и тогда верхний язык прекрасно встал на свое место. Каждая отдельная скульптура изготавливалась отдельно и несла в себе еще индивидуальные черты, несмотря на общую схему. В Монголии они встречаются на поминальных сооружениях, но в основном это функция ее отпугивать злых духов. Мне кажется, знаете, в чем все дело? Что здесь люди, которые жили, они очень боялись. И поэтому они вот этих оберегов натыкали на всех углах. Уйгуры создали красивую летнюю резиденцию, посещаемую знатью всех прилегающих государств. Пока неизвестно, как подлинно выглядел главный дворец, но уже сейчас ясно, что 36 колонн, на которых держалась многотонная крыша, были расписаны интересными фрагментами красного и оранжевого тонов. Большой неожиданностью для ученых стали найдены осколки каменных изваяний. Это позволяет сделать вывод о том, что в Пор-Бажине будут найдены уникальные каменные скульптуры. Сегодня я нашла сережку серебряную. Все были в шоке, мы тут все прыгали от радости. Во-первых, памятник больше не археологическую ценность представляет, а архитектурную. Да? И самый массовый материал — это у нас черепица, а именно археология, она вот керамического материала, который обычно как раз основной идет, его очень мало. Вот у нас как раз сейчас на столе у меня редкая находка, практически полный сосуд. Это достаточно большой, да, по диаметру сосуд. Он был ремонтирован, оттуда эти дырочки. То есть, когда сосуд треснул, просверлили отверстия и стягивали кожаными ремнями. Да, потому что керамика достаточно ценная вещь. Несмотря на то, что он так хорошо, практически весь сохранился, состояние у него достаточно плачевное, его приходится закреплять специальным составом все швы, да, то есть не портя, собственно, поверхность, проклеивается, то, что впитывается, уходит как бы внутрь фрагмента, и растворитель уходит, а связующее вещество остается. Таким образом черепки закрепляются, а потом склеиваются. Эта экспедиция оправдала наши ожидания не только на 100%,
но и даже гораздо больше, чем мы могли бы этого предполагать. Весь мир пристально следит за раскопками в Пор-Бажине, а экспедиционный лагерь живет своей жизнью. Уютные палатки образовали просто-таки городище, есть даже название улиц. Студенты заряжают молодостью и оптимизмом, ученые с задумчивым видом совершают великие открытия. Очень бережно, легким движением кисточки снимается вековая пыль. Стеночка за стеночкой, кирпичик за кирпичиком на наших глазах вырастает древний город. Крепость, которую создавали очень тщательно и с большой любовью. В долине снова кипит жизнь. После раскопа свободное время. Что делали, когда отдыхали древние уйгуры, никто не знает. Наверное, они тоже играли и веселились на чистом воздухе, вдыхая пряный аромат трав и наслаждаясь красотой возвышающихся кругом гор. Как и 13 веков назад, воздух остался столь же чистым, горы такими же высокими, а студенты всегда студенты. Футбол, волейбол, прятки, да и просто веселые соревнования. Им скучать некогда. Пор-Бажин для них – главное приключение лета. Приключение, которое ребята будут вспоминать всю свою жизнь. И каждый обязательно расскажет свою легенду. Понимаете, любое историческое событие тут же обрастает легендой. И в каждом месте, где я не бывала, достаточно приходилось часто бывать в разных экспедициях, обязательно существует легенда, допустим, о том, что там вот именно на этом городище была закопана золотая лошадь. То есть таких легенд вокруг этих памятников, их так много. То есть сокровища на самом деле бывают. И, естественно, мы должны даже надеяться и здесь мы можем. Но здесь не было сокровищ, появляется все-таки случай опасности. Больше хотелось бы найти, ну вот какие-нибудь рукописи. Вот это было бы настоящее сокровище, которое бы объяснило все. Вот. Историко-культурное наследие России требует особо бережного отношения. Потому что от того, как мы организуем эту работу, в огромной степени будет зависеть будущее нашей страны. Главное, значит, как бы для архитекторов это основание, это фундамент. В этой части, значит, наши специалисты все показали, что устойчивый слой вот этой линзы мерзлоты, самый устойчивый слой именно на этом месте находится. Поэтому, значит, это говорит о том, что эта часть острова будет сохраняться очень и очень долго, неопределенно долго. То есть при желании, значит, строить здесь что-то возможно. Тем более, что мы хотим создать здесь? Мы хотим создать здесь туристический объект. Если мы хотим здесь создать туристический объект, значит, у нас должны быть элементы подлинности, безусловно. Иначе он превращается в макет и муляж.
А все-таки ж люди едут за загадкой, за подлинностью, им нужно пощупать, потрогать, ощутить ауру этого места. И приехав сюда, им нужно дать эту возможность.